нашим избирателям, чтобы день прошел у нас хорошо, плодотворно и спокойно. Избирательные участки в Северной Осетии открылись в 8 утра по московскому времени. На территории республики действует 146 пунктов, где каждый житель Владикавказа может выразить свою гражданскую позицию. В парламенте и городской думе места только для тех партий одномандатников и самовыдвиженцев, которые наберут не менее 5% голосов. Я наблюдатель. Мы находимся на 242-м участке выборном. Люди ходят уже с утра, голосуют. Мы надеемся на то, что выборы пройдут честно. Мы за то, чтобы выборы были честные. Все кандидаты достойные. Неважно, кто бы победил, главное, чтобы все было достойно и выборы прошли честно. На своих участках по месту жительства проголосовали Сергей Дзантьев, Махарбек Хадарцев и Сергей Табулов. Глава администрации города Сергей Дзантьев пришел на свой участок одним из первых. Основная задача, чтобы выборы прошли, конечно, спокойно. Депутатам городской думы, конечно, хочется пожелать стабильности в работе, но в то же время хотелось бы, чтобы наш город развивался, чтобы город стал красивым, в социально-экономическом плане была стабильность, в том, чтобы также продолжался рост строительства жилья, в социальной сфере были определенные успехи. Поэтому хочется стабильности и развития. С раннего утра горожане приходят, чтобы отдать голоса в поддержку полюбившихся кандидатов. Не игнорируют выборы и молодежь. Чтобы исключить подтасовку бюллетеней, на каждом участке присутствуют наблюдатели. Я надеюсь, что с этими выборами внимание больше будет обращено на молодежь нашу. Нет у них работы, чтобы зря они, я извиняюсь, не болтались. Это одно. Простому народу, внимание простому народу. Как раньше было в советское время. Вот на что мы надеемся. Граждане, оказавшиеся под следствием, тоже сегодня смогли принять участие в выборах. В СИЗО номер 1 для подозреваемых и обвиняемых открыли полноценный избирательный участок. Процедура выборов здесь мало чем отличается от голосования на обычных участках. Здесь самая высокая явка. Правда, по спискам зарегистрирован всего 71 человек. В выборах участвуют только жители Владикавказа. Вообще сейчас содержится 72 человека, которые обладают правом избирательного голоса. Все они включены в список избирателей по их заявлению, то есть добровольно. В настоящее время, сейчас 10 часов, проголосовало больше 50 человек. В течение дня за пределами избирательных участков проводится экзит-пул – анонимный выборочный опрос избирателей. К этому часу, по данным Агентства современных стратегических исследований, определена тройка лидеров – «Единая Россия», КПРФ и «Патриоты России». Данные о ходе выборов обновляются каждые 2 часа. Предварительные итоги, которые будут максимально близки к истине, объявят после того, как избирательные участки будут закрыты. Елена Черенкова, Залина Губурова, Алан Гасанов, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.